сейчас прослушали эссе школьников о городе, и вот этот квест, который они провели по следам литературным, творческим и жизни Мориса Давыдовича. И я немножко хочу примкнуть к ним. Мы прослушали замечательные совершенно выступления о литературе, о книгах, о творческой манере, стилистике великого писателя Мориса Давыдовича Семашко. Но поскольку мы находимся в Союзе писателей Казахстана, мне хочется немножко оживить его образ и вспомнить, что он еще совсем недавно здесь ходил, что еще совсем не так давно, но пусть в прошлом веке, еще там в Каландире проходили такие дискуссии и такие встречи, и что та самая песня, вот я сегодня принесла сюда книги, которые были изданы в Жосуши, когда я там работала. Семирамида вышла в 1988 году, а Ханабад с Бугат и литературными сюжетами вышла уже в 90-м году. И то есть Морис Давыдович, конечно, приходил в издательство. Я не была его редактором, но мы были свидетелями. То есть мне пришлось быть вот в этом 30-35-летнем возрасте свидетелем работы над этими книгами. И как он объяснял свой интерес к эпохе Екатерины II, как он создавал этот свой антипикуль, рисуя эпоху Екатерины как эпоху просвещения и величия России, которая подняла она. И тоже Буга, который был опубликована эта повесть в просторе сначала, и она стала возможна именно в конце, уже с приходом перестройки. Он начал писать свою эту автобиографическую повесть, только тогда уже стало возможным говорить о штрафных батальонах и о том, какое-то... То есть мы всегда знали это, как-то вот это флером таким, как за Щеголихиным, так и за Семашко, что что-то в их биографии есть какие-то такие моменты, которые не очень нравятся где-то там, в партии, наверху, какие-то, что не освещается. И, конечно, все были потрясены, молодые читатели, когда появилась Буга в истории сначала, а потом и здесь. Это, конечно, участие Мориса Давыдовича в Великой Отечественной войне, причем таких трагических, самых, может быть, страшных батальонах, штрафных, куда, можно сказать, отправляли на смерть, а он туда отправился, уже здесь было сказано, потому что самого был в училище летном и себе позволил вот отлететь к своей подруге, своей любви. Это, конечно, потрясающе. И снят фильм по этому произведению. И очень здорово, что здесь сегодня в этом зале находится и Александр Головинский, который снял замечательный фильм «Миры» Мориса Семашко. То есть это еще, слава Богу, здесь есть поколение писателей, поколение журналистов, которые... Я так рада, что Карина обратилась к этой теме, публицистика, журналистика, репортаж, как основа в чем-то, не только вот как наука, как Аслан Жамилевич сказал, вернее, конечно, в основном наука, но вот та живость и та доступность, и тот язык, приметы которого говорила Карина, это, конечно, идет и сам историзм из Туркмении, конечно, оттуда, где он впервые, и Лена писала, и я цитировала неоднократно
эти его, когда в дюнах там, эта экспедиция, когда песок смывает и видит, обнажает действительно слои исторические, времени слои, которые, и в то же время вот этот взгляд журналиста. И еще Морис Давыдович был великолепен в том, не только вот в своей доступности нам, 30-летним, там, 40-летним, а в том, что, наверное, вот тоже это его журналистское прошлое, или, может быть, педагогическое его прошлое, что он был очень доступен и никогда, будучи великим писателем, потому что мы это уже чувствовали в то время, когда уже в 80-е годы, когда, допустим, там в литературных сообществах Москвы, Ленинграда, когда они узнавали, что ты не только как бы читал Семашкина, но ты с ним общаешься здесь, в Союзе писателей, и что вот он живой, и сразу начинали расспрашивать, настолько велика была в Советском Союзе его авторитет как писателя, и настолько велик был интерес к нему, к его прозе, к его личности. И вот эти, допустим, графы переведен на такие-то языки, но это реально было, что он переводился там прежде всего на французский, на другие языки, и был действительно всемирно известным писателем, который в то же время вот здесь, в этих коридорах ходил, здесь присутствовал, сидел в Каламгере, где мы пели песню. Там «Вдали за рекой» его любимая песня, потому что это была песня молодости его родителей, которые участвовали в гражданской войне. И, конечно, немножко смешно, когда сегодняшние дети в нашем обществе, которое поделилось на такие слои, общественные элиты, или еще олигархов, или еще когда, что говорить, что Морис Семашко не из элиты, он, конечно же, из элиты, он, конечно же, из высших творческих слоев, атмосфер и так далее. И мы его именно так всю жизнь, и так мы его воспринимали, и за его эпидичность, за его невероятные знания. И, конечно же, он происходил из совершенно интеллигентной, его отец был директором Института микробиологии у нас в Алмате. Так что Морис Семашко для меня живой. Эти пахнущие пылью книги вот на такой вот бумаге, которые выходили в 80-е, и я думаю, он для детей тоже как-то открылся по-другому, но и нам с годами он открывается снова и снова. Я помню, как папа приехал в Казахстан, и как он читал Юмшат и плакал. Мой отец тоже, прошедший лагеря, он плакал над этим Юмшаном, над Прибасом. Спасибо, Борису.